Здравствуйте, ведем себя прилично, вас снимают. Раздеваемся, проходим и садимся аккуратненько. Я хочу представить руководителя нашей экспедиции, Георгий Дмитриевич Никонов, он заместитель председателя правительства Республики Саха-Якутия, постоянный представитель Саха-Якутии в Дальневосточном федеральном округе. Я его заместитель, Николаев Вадим Петрович, Борисов Егор Егорович, заслуженный врач, отличник здравоохранения, писатель, член, и член Русского географического общества. Доктор медицинских наук. Доктор медицинских наук. Вот. И Ермолаев Семен Никонович, тоже член Союза писателей России, сценарист, по его сценариям ставят спектакли, фильмы, они имеют чемпионские фильмы. Титулованные фильмы. Это все вмещается в такую флешку деревянную. И мы за эту флешку в прошлом году, в 2017 году получили гран-при за лучшую книгу в электронном виде. Поэтому мы это вам подарим. Вы будете, я понял, что у вас с интернетом проблемы, и каждый может смотреть эту книгу, если флешку в компьютере. Яркий, чтобы не ослепнуть, вот такие белые очки. Попробуйте сейчас вот это порезать черную бумагу вот такими узкими этими, тогда все видно, но только вот солнце будет защищать. Сейчас делают из золота, серебра, вот специально вот такие очки, начали модницы носить. Я думаю, может быть, со временем такая же мода будет у нас. Все будут носить такие очки. У нас в школе есть школьное научное общество. И в 2017 году вот говорили, что исполнилось 100 лет со дня Алдон-Горинской экспедиции Арсеньева. Да. И вот я зауч школы Уханова Юлия Ивановна, я совместно с учеником 10 класса Циндариным Сергеем как раз проводили исследовательскую работу вот по этой его экспедиции. Так что мы тоже не забываем о наших путешествиях. А материал есть? Материал, да, есть, но у меня только в печатном варианте, но есть. Сама работа, которую мы представляли потом на суд жюри. Надо посмотреть обязательно. Материала, конечно, очень мало, поскольку трудно очень было что-то найти конкретное вот по этой экспедиции. Да. Фотографий нет, поскольку он фотоаппарат с собой не брал в эту экспедицию. Да. Да. И вот немножечко что нашли, сделали работу. Мы встречались позавчера в музее Градекова. Вот он мне помог тоже, кстати. Ой, ладно. Стул. Ой, осторожненько. Делает такие вещи. Городейко Василий Васильевич. Да. Вот он и натолкнул меня на эту мысль этой работы, и кое-какой материал мне давал для выполнения этой работы. По этому маршруту прошел в свое время. И оказалось, что же он только дошел до Колдона, до Палакана. И он очень много советов дал и пожелал нам тоже счастливой экспедиции. Тут очень много рисунков, 50% иллюстраций и текста. Так? Поэтому читать легко. А научные книги, если вот это вы будете, наверное, доберетесь, дойдете, посмотрите, там очень сложно читать. Там все время ссылки, там все время это. И поэтому вот таких вещей, как здесь, нет. Книга очень полезна для студентов и старшеклассников в плане того, что вот это все можно себе на рефератах использовать. Фотографии, которые я вам говорю тоже вот на флешке. Взять себе, но просто надо делать ссылку, что взято вот таких, чтобы не быть как плагиат идет со страшной силой. Поэтому указать, что вы взяли отсюда все. Поэтому это очень такая для вас очень хорошая книга. И мы думаем, наша цель более популяризаторская, будем говорить. Это популяризация истории Дальнего Востока,
популяризация, осеннего популяризации истории России. Мы думаем, человек, который знает свою историю, свою землю, он должен быть настоящим патриотом своей родины. Вот вы спросили, кто-то из мальчиков спросил, вы пешком ходите или там. Мы, Русское географическое общество, да, в этом году планируем конный переход от Якутска до Улан-Батора. Это 3200 километров на лошадях, на якутских лошадях. Мы 2 пробега сделали. Прошлой осенью мы прошли 524 километра за 5,5 дней. То есть якутская лошадь в день проходит спокойно 100 километров. 100 километров. Мы один день даже рванули, 124 прошли. В свое время 9000 километров якутская лошадь от Амура до Санкт-Петербурга дошла. Эту лошадь, оказывается, потом оставили царю-батюшке Николаю II. И он на охоту ездил на этой лошади. Серой масти лошадь была, и поэтому памятник поставили, серка лошадь. Вот. И в этом году мы планируем вот этот период 3200, это, ну, мы с запасом берем 40 дней, а можем пройти где-то за 30-32 дня. Это будет рекорд мировой. Мы хотели вот сейчас посмотреть ваши лошади, если увидим, обязательно, это мое хобби. Ну и я вам с собой взяли мы баян, поэтому я вам пою одну якутскую песню «Снежники». Про эту песню сочинил мой земляк, мы с одной деревни, и мне 63 года, этой песне тоже 63 года. Библиотека наша. Это очень ценно, конечно. Ну, у нас получилось так, что первый, второй том это самый начальный, на первый том это как шли с Якутска до Чукотки до Северной Америки, а второй том как шли с Якутска на Дальний Восток. Вот каким богатством теперь владеет. На память о нашем посещении за радостную встречу якутский наш мир, который называется Шарон. Обычно это означает пожелание изобилия, богатства, здоровья, дополняет это все счастьем, ну или бриллиантом. И тогда и про это путеводитель по Якутии. Сколько градусов у нас бывает там температура. В этом году 72 было градусов минус. И про табличку. Торжественно хотим повесить на стене Дома культуры табличку, память о том, что мы здесь побывали. Вот, здесь QR-код, в котором информация вся есть. Не знаю, сейчас у вас QR-код грузится, не грузится, да? Программа. Ну, Подснежники по-якутски называются нюрбун. Нет в Саши племяне, которые ходят по тайге, по тем местам. Вон там подключился. а вы эту биржемечку знаете? Ну, хлопаем или как? Хлопаем, девочки. Жиденькие такие аплодисменты. Да. Равняйся.
сложнее было, подождите. Саш, выравнивай ее. О, вот так, да. Ступеньки нет. Гора или хребет? Есть хребет. С названием Арсеньев, проходил. Быгинен, да? Да. А почему на карте нету? Почему на карте не пишет? Вот вам Наверное, надо переименовали. В школе надо сделать А карта какая? Сходили. карта. Идите. Не, ну они же разные есть. Так они же... Нет, карта. В смысле, какая карта? Ну Не, вот на нет. карте, говорит, нету его. Нет, на современной. Названия да. нету. Да, нет. Оно по-другому называется. Да, на Да, надо. Значит, его переименовали? Вот смотрите, вот в школе, да, говорю, что надо вообще популяризировать вот это вот исследование Арсеньева. А я вот говорила, что я в 17 году делала с мальчиком как раз исследовательскую работу по этой Алгон-Горинской Алгон-Горинской. экспедиции. Да, к А где эта столетию. работа? Ну, она у меня есть в электронном варианте. Все, я обязательно. Мы Вот если сейчас приедем, разместим я могу на сайт. сбросить вам ее На на сайт флешку или куда-то еще. Да, мы разместим эту работу на сайт. Пожалуйста. Потому что получается вы как бы первооткрыватели. Ну вот я говорила, что Василий Васильевич Горобейко очень хороший наш приятель. Все понятно. И он меня как раз в 17 году натолкнул на эту тему, что у вас в Кукане был Арсеньев. Да. И как раз вот в 17 году столетие экспедиции, а у нас есть школьное научное общество. Мы делаем именно на краеведческой направленности. Ну вот я вдохновилась, он мне материалы немножко дал, и вот сделали с ним эту работу. Отлично. Просто отлично. Вот вы еще такой момент. Вот вы живете в тайге. А какие лекарственные растения здесь растут? Гербарий? Гербарий. Нет, гербария нет. Надо делать гербарий. Гербарий Здесь орали элеутерокок, Ультирокук, да, математика. женьшеня здесь практически Ну нет. всё, едем в Нет, школу да, да. Я тоже думаю, что нет. Потому что там до Гордона-то дорога нормально, а дальше... После до Гордона уже... Ну тогда мы там, Докуда доедут? да, докуда доедем? Да. Антонина Александровна Соловьева. Она знает и венкийский, и ей вот бабушка или прабабушка, наверное, вернее сказать, рассказывала, как сейчас, в принципе, с есть Чикдамына пользователь. спускались первые венки, они дошли до Талакана, потом с Талакана они по речке спустились сюда, до Кукана, и вот здесь было первое стойбище и За венков. лесом-то. Она расскажет Многие про ездят. это. Ну, а это стойбище Она- Куканское было венкийское. Да, да. Ну то, что они спустились на оленях. Камеру скажи. На оленях они спустились сюда, что, на едем? упряжках. И обосновали вот это первое стойбище венкийское, именно Кукан. Она расскажет. Как Арсеньев пишет, тут никто никуда не спускался, тут они жили вообще. Нет, ну они же как-то появились здесь. Так они появились тут тысячами, миллионы лет назад. Ну это уже более современное, что ли. А какую сторону едем? А, знает шофер. А весной как красиво, когда багульник цветет. Но комаров много. Когда бывает Лучше весной где-то в мае и в сентябре, когда уже комара меньше. Лыжники у нас здесь ходят. Айзена, поднимайся. Буквально за 3 месяца строили нам эту школу Ну, новую. вот я говорю, что быстро. Она там Вот Урми, вот Кука, и пошли вверх. Вот Талакан. И вот оно. Дети, между прочим, вот этим очень интересуются. Да, они у меня без конца тут все спрашивают, а как, а сколько, куда, как там, название. Я по географии их это. 1826 год. Ага. И вот смотрите, я еще там что нашла. В краевой библиотеке. Вот такой путеводитель 25-го года. Я хотела найти Кука, но Кукана я тут не нашла. Почему-то, я думаю, что, может быть, вот так он назывался. наверное, назывался. Да, я думаю, что он так вот назывался. Посев. Число.
Хозяйств 11 всего лишь. Да. Количество скота 1,4. Потому что по этим вот всем, эти вот есть все населенные пункты, а Кукана нет. Ну, наверное, Урмин. Наверное, Урмин. Ну вот я и поставила тут чуть-чуть. Не знаю, сейчас закрыли же нас, офис мы закрыли в Хабаровске, перевели в Владивосток. Ну так у нас тоже здесь надо как-то провести такой Да, же вот я фестиваль. хочу, чтобы вот, Ну, я им говорю, Конотоп есть, Краевое научное Да. объединение творчества, и говорю, вы людей командируйте со всех деревень, вот, чтобы показать, как мы его вообще проводим, как эти праздники проводим. Ну так надо приехать к нам Да. тоже, у нас Чтобы как провести методическую такой. помощь. Мы с Юлией Ивановной будем только за. Уруй! Уруй! Девочки, ответную от делегации Саха-Якутии. Спасибо. 3-4. Спасибо! Спасибо! Да. Надо было, давайте, не получилось. Еще раз. 3-4, спасибо. Спасибо!